Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем новый раздел «Отцы и дети. Конфликт поколений». И первая тема этого раздела – это Уильям Шекспир и его трагедия «Ромео и Джульетта». Ребята, сегодня вы будете извлекать основную и детальную информацию из просмотренного видеоролика. Вы будете уметь анализировать произведение и отвечать на вопросы. Также сегодня вы постараетесь найти основную мысль произведения и писать эссе-рассуждения, соблюдая структуру написания эссе. Сегодня у нас будет необычный урок. Ребята, послушайте, пожалуйста, музыку и скажите, из какого кинофильма она взята. What is a youth, impetuous fire? What is a maid, ice and desire? The world wags on, a rose will bloom, it then will fade. So does a youth, so does the fairest maid. Comes a time when one sweet smile has its season for a while, then love's in love with me. Some may think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry. Cupid, he rules us all. Caper the caper, sing me the song. Death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall. Love is a pastime that never will pall. Sweeter than honey and bitter as gall. Cupid, he rules us all. Молодцы! Это музыка из кинофильма «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, экранизированного в 1968 году. Вы все правильно угадали. А теперь, ребята, я предлагаю вам просмотреть видеоролик, где говорится краткое содержание о трагедии Ромео и Джульетта, а также о конфликте поколений. Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составит существо, разыгрываемое перед вами Бейли. Помилостивей к слабостям пера, их сгладить постарается игра. Между знатными веронскими семействами Монтеки и Капулетти идет вражда. После перебранки слуг вспыхнула новая схватка между господами. Герцог Веронский Эскал после тщетной попытки восстановить мир между двумя враждующими семьями объявляет, что отныне виновник кровопролития заплатит за это собственной жизнью. Юный Ромео из рода Монтекки не участвовал в побоище. Безответно влюбленный в холодную красавицу Розалину, подругу Джульетты, он предпочитает предаваться грустным размышлениям. Его двоюродный брат Бенволио и друг Меркуцио, родственник герцога Веронского, стараются подбодрить юношу своими шутками. В доме Капулетти готовится веселый праздник. Меркуцио и Бенволио уговаривают Ромео пробраться вместе с ними на бал в дом Капулетти, надев маски. Позабыв о Розалине, он не может оторвать глаз от незнакомой девушки лучезарной красоты. Это Джульетта. Она тоже чувствует непреодолимое влечение к незнакомому юноше. Ромео целует Джульетту,
Они узнают, какая пропасть их разделяет. Джульетта вслух мечтает о Ромео. Ромео приходит к ее балкону и слышит эти речи. Он отвечает на них пылким признанием. Под покровом ночи молодые люди дают друг другу клятвы любви и верности. Ромео просит монаха Лоренцо как можно скорее обвенчать их с Джульеттой. Лоренцо вначале отказывается, но затем соглашается, рассчитывая, что союз Ромео и Джульетты положит конец вражде двух семейств. В тот же день лицом к лицу сталкиваются Тибальт и Меркуцио. Ссора быстро переходит в бой на шпагах. Тибальт смертельно ранит Меркуцио. Ромео, придя в ярость, бросается за Тибальтом. После долгой ожесточенной борьбы Ромео убивает Тибальта. Родители Джульетты говорят ей, что она должна стать супругой Париса, и не желают слушать ее возражений. Джульетта в отчаянии. Она готова даже принять яд, но Лоренцо предлагает ей выпить особое снадобье, которое погрузит ее в сон таким образом, чтобы все решили, что она умерла. Ромео, видя, что Джульетта мертва, и не зная, что это лишь сон, выпивает яд, Джульетта просыпается и в отчаянии, видя его труп, закалывает себя его кинжалом. Над телами своих детей главы семейств Монтекки и Капулетти забывают о кровавой вражде. Главная проблема в пьесе – это проблема конфликта настоящей большой любви и предрассудков общества. Любовь Ромео и Джульетты была чем-то абсолютно новым и вызывающим страх у людей, привыкших жить по правилам, которые давно изжили себя. Несовершенство мира противилось появлению правдивого чувства и пыталось задушить его. Но любовь главных героев выдержала все испытания, несмотря на печальный конец. Основной конфликт между любовью и предрассудками общества разрешается в пользу любви. Благодаря жертве Ромео и Джульетты старшие члены семьи мирятся, усвоив страшный урок. Теперь, ребята, после того, как мы просмотрели видеоролик, давайте ответим на вопросы по стратегии Ромашка Блума. Прием Ромашка Блума. Ребята, давайте ответим на вопросы из Ромашки Блума. Это простые вопросы, уточняющие, интерпретирующие, оценочные, творческие, практические. Простые вопросы. Да что из себя представляет произведение Ромео и Джульетта? Где и когда происходят действия? Уточняющие вопросы. Правильно ли вы поняли суть происходящих событий в произведении? Интерпретирующие вопросы. Почему Ромео пошел на бал? Почему Тибальт и Меркуцио поссорились и схватились в поединке? Оценочные вопросы. Почему замужество за графа в семье Капулетти считалось огромным достоинством, а Джульетта не одобряла этот брак? Творческие вопросы. Как вы думаете, что изменилось в жизни молодых людей, если бы слуга Лоренцо успел отнести Ромео письмо? Практические вопросы. Как бы вы поступили на месте Ромео, когда он увидел мертвой свою возлюбленную? С каким из произведений казахской литературы можно сравнить трагедию Ромео и Джульетта? Теперь, ребята, давайте посмотрим на дескрипторы, по которым вы будете оценивать сами себя. Первый дескриптор отвечает на простые вопросы – 1 балл, отвечает на уточняющие вопросы – на интерпретирующие вопросы, на оценочные, на творческие и на практические вопросы. За каждый правильный ответ даются по 1 баллу. Также, ребята, нужно учитывать, что во всех ответах вы можете высказать свою точку зрения. Ребята, вы молодцы, вы прекрасно раскрыли тему.
Также вы очень хорошо понимаете смысл вопроса. Теперь я предлагаю вам написать эссе на тему «Что сделало имена Ромео и Джульетты бессмертными?». Ваше эссе должно быть объемом 140-160 слов. Вы должны обосновать свое мнение, соблюдая особенности текста рассуждения и предлагая пути решения проблемы. Эссе мы будем оценивать по такому дескриптору. Соблюдает структуру эссе рассуждения, используйте средства выразительности, представляете собственную позицию с аргументацией, соблюдаете пунктуационные и орфографические нормы. За каждый критерий дается по 1 баллу. Хорошо, ребята. Надеюсь, вам понятна сегодняшняя тема, а сейчас я хочу предложить вам рефлексию, обратную связь. По приему «Свободный микрофон» я предлагаю вам ответить, точнее продолжить эти предложения. Сегодня я узнал, было интересно, было трудно, я выполнял задания, теперь я могу, я научился, у меня получилось. Ребята, сегодня мы с вами замечательно поработали. Надеюсь, вам понятно ваше задание. Я жду от вас эссе. До новых встреч, до свидания.